Ну что, всем привет, друзья! Сейчас будет очень интересная тема. Инопланетяне, чуть-чуть отойдите от телевизоров, потому что это как раз тема защиты отчасти. Если НЛО будет настроено не очень дружелюбно, то у нас определенно есть где поучиться и у кого поучиться постоять за себя. В гостях у нас сегодня страйкболисты Дмитрий и Влад. Здрасте. Доброе утро, ребята. Или Лис и Медиа, да? Можно так. Лис и Медиа. Так и будем называть сегодня. Ребят, ну тогда расскажите нам для начала. Мы видим большое количество очень... Поставь на место. Нет, так, спокойнее. Ладно, хорошо. Мы видим много очень интересных вещей. Как интересных? Они сложные, потому что они тяжелые. Это прям специально такие штуки затачиваются под вот такие шарики, или все-таки это как-то переделывается, или прям отдельно делаются они? Это точная копия, в принципе, оружия. Они по весу как бы идентичны практически. Вот. Называются они приводами. Производится сразу изначально под страйкбол. Да. Только под страйкбол. То есть это получается, это не детские игрушки, это покруче, но и не оружие. Немного повзрослее, да. Вообще страйкбол был разработан для тренировок спецслужб, скажем так, не страйкбол, а airsoft, как его обозвали. Потому что точные копии, возможность стрельбы автоматическими, одиночными, бывают снайперские винтовки, автоматы, пистолеты. Ну и перекочевало это все в такой вид определенный досуга, такой мужской чисто. Да, раньше как же бегали все с пластиковыми пистолетами, это поинтереснее, скажем. Но позвольте возразить, насколько я знаю, у нас страйкболом или аирсофтом, как вы говорите, увлекаются не только мужчины, но и достаточно большое количество девушек. Немало. Прям большое количество. Ну вот мы с девочками, ну и с мальчиками ходили тоже снимать стресс, как мы решили, в страйкбол, представляли себе человека, который тебя раздражает. Взяли с собой шефа, поставили к стене, и от души отвели. Ладно, ребят, скажите, пожалуйста, все-таки это дело такое, шарик, он трассирует, и он может, собственно говоря, прилететь куда-нибудь, и сколько вообще давления при соприкосновении с кожей, насколько это опасно, по сути-то своей? Существуют правила, привода возможно тюнить, разгонять скорость полета шарика, но есть правила и, скажем так, джентльменские соглашения, что больше 120 метров в секунду в здании, когда играешь, не разрешено, чтобы стрелял, дабы не нанести увечий. Но вот есть такие, да, моменты, когда ты весь такой нервный, пытаешься тихо пройти, сталкиваешься фейс-то-фейс с кем-нибудь и начинаешь палить просто, пока у тебя пуль не закончится. Я помню, что это может быть, да, это сейчас Оба ребята потупили, бывает. Но это бывает... У девушек часто бывает. Крики, там, визги, но это бывает иногда чуть-чуть травмоопасно, да, то есть там, ну, синяки, царапины ты можешь заработать. Но не настолько травмоопасно, как пейнтбол, потому что шарики меньше и, скажем так, что единственное, там ссадины какие-нибудь небольшие. А еще вот такой вот вопрос, можно вас спросить? Вот я знаю, что здесь вот различные запасы, запасные да, у вас? магазины, да. И у вас вот достаточно тяжелая амуниция, то есть люди экипированы, вы надеваете маски, у вас решетка, перчатки желательно, то есть, насколько я знаю, это все проверяется. Одевается, да. Единственным минимальным требованием очки являются для игры на страйкболе. Маску не обязательно, это фейс не жалко. Который выдерживает как бы выстрел с прямым попаданием. Ну, кто-то играет кому фейс не жалко, да. понимаешь? Есть такие ребята, которые не стесняются. А вообще можно, да, так экипироваться, чтобы закрыть полностью маской и спокойно. Есть специальные маски, которые одевают, чтобы защитить лицо. Как бы, ну, есть ребята-реконструкторы, которые реальные бронежилеты носят, которые весят там по 15-20 килограмм. И вот мы выезжаем за город, проходят игры, они вот там ползком в этом каске кевларовой, в бронежилете с автоматом, с кучей патронов, ползут с пистолетом где-то. Ну вы тоже к числу реконструкторов относите себя? Или все-таки для вас это больше что-то другое, больше вид досуга? Ну, мы с товарищами, с лучшими друзьями команду организовали свою и подражаем немного, так скажем, российскому ФСБ, ЦСН «Вымпел». Скажите, пожалуйста, а зачем вообще в среднем нужен страйкбол? Это для тех, кому мало было военной подготовки? Или это просто снять стресс, возможно? Если все в Counter-Strike играли, чем сидеть за компьютером, портить здоровье, лучше выехать на природу, пообщаться с людьми. Супер. Да, есть игры суточные проводятся, просто разгрузка. Если люди сидят в офисе, постоянно работают, приехать, побегать, посидеть у костра вечером, пообщаться, тушенку там на костре погреть, покушать, это вообще... Я считаю, как дополнение, все-таки, когда ты сидишь дома, играешь в Counter-Strike, у тебя такое ощущение, что все, что ты делаешь там по факту, это гораздо удобнее и здорово, и так далее. Прийти, взять вот эту тяжесть в руки, побегать по кустам, попрыгать, после чего я думаю, что ты куда более миролюбивым человеком станешь в принципе. Но как минимум это хорошая возможность
Вот, Владислав, скажите, пожалуйста, я думаю, что это хорошая возможность для всех тех, кто хвастается только своими какими-то выдуманными там счетами или победами, действительно заняться спортом. Ведь это требует физической нагрузки. Да, это, конечно, это физическая подготовка, большая нагрузка в любом случае, потому что приходится много бегать, ползать, также там носить тяжести, как бы это, ну, физическая заставляет подготовка в голову первую работать очередь. очень хорошо, потому что когда ты сидишь, у тебя осталось 2 магазина, но ты знаешь, что там с 4 сторон по тебе стреляют, ты сидишь, думаешь, как бы тебя не убили, там, стараешься. Если обычный человек выходит и даже не прячется, там, смотрит, выглядывает, то когда бы тебе раз, два, три попадут, и неохота уже думаешь, что будет больно, буквально за деревцем прячешься, выглядываешь, начинаешь думать, тактику развивать. Ребят, вот вы говорили, что у вас есть какой-то прообраз. Вы говорите, мы российская ФСБ. Ну, что-то такое вы там назвали, да? Да, что-то представил. Окей, а есть ребята, которые, например, увлеклись или там приняли на себя форму, там, я не знаю, голубых касок НАТО или каких-нибудь интересных других видов вооруженных сил? Американские да, команды. Очень часто. Ну, соответственно, получается у нас такая позиционная борьба. Причем, когда вы начинаете играть, скорее всего, вы играете против них. Или так получается, Зачастую, что да. так, давайте 2 американца, 2 россиянина против, там, 2 на 2, там, или нет. Страйкбол это в любом случае, в первую очередь, как бы командная игра. Ага. Там участвуют либо 2, либо более команд, поэтому всегда есть противоборчество сторона, как бы, и та сторона. Существуют альянсы у нас, Восточный и Западный альянс, куда относятся, допустим, российские команды немецкие, в другую там силы НАТО, Так. подразделения. Ну, то есть то, что мы видим по телевизору, фактически вы реконструируете и пробуете это отыграть. Практически, да. да. Бывает, Отлично. сценарий А отыгрываем, в чем главная фишка? Вот есть какие-нибудь заморочки, я не знаю, которые помогают, ухищрения, которые помогают выиграть? Вот, к примеру, ваш совет. Ну, у нас очень хорошо как бы развито, так сказать, понимание друг друга. Мы командные игроки, как бы так сказать. Ну, у вас видно, Это вот знаки, да, различные? Да, различные знаки, как бы. Птичка из-под звук. Рация из уха торчит, в конце концов, можно сказать, алло, Ну Миша, да, а я здесь иди дальше, там пожалуйста. прокуковать или... Хорошо, ребят, ну тогда еще один вопрос. Я подсматривал, и мне такое ощущение, что все-таки торчит рукоять ножа, если я правильно понимаю. Ой-ой-ой. Да. Ну все-таки... Ножики, но они резиновые, дабы не по количеству Вот к чему разговор, потому что было такое, то есть холодное оружие, зачем он? То есть вы вступаете фактически в рукопашный бой при необходимости. Нет, бывают случаи, когда, допустим, Интересно, ты как обошел выглядит. противника сзади, да, зачем в него стрелять, когда можно подойти и ножом достаточно задеть по любой части тела, Простите, человек это считается типа так вот? заряжен. Все, ты выходишь из игры. Можно так. похлопать по плечу. Можно по Прикольно. голове так шапалак сделать, сказать, все, сиди давай уже теперь, отдыхай. Поэтому девушек на полигоне мы зачастую, где маленькая территория, инструктаж проводим, что если вы обошли вдруг, лучше подойдите, постучите, скажите, парень, ты убит, чем взять и расстрелять его в 2 метрах. Ну, насколько я знаю, девушки, по-моему, так и делают обычно. Они... Но у них адреналин переполняет, да, и они зачастую... Ну, бывают и парни, да, которые приходят первый раз, люди приходят и настолько вникают в эту Эмоции, игру. адреналин, да, и начинают Скажите, стрелять пожалуйста, без а вот передыха. по весу, вот эта штуковина, я не знаю, как называется этот автомат, он Автомат достаточно тяжелый. М4. По весу они легче, да, чем все-таки в оригинале? Немного, допустим. Практически Ну, одинаково, это чуть-чуть уже поменьше. Практически одинаково. Вот Ну вот ребята если все-таки- возьмете вот этот автомат, то он будет... Давайте я посмотрю. Вот Давай. мне что нравится, что есть разнообразный выбор оружия. То есть ты там конечно. смотришь, ох, Все, кому не лень, сфотографируйте сейчас прям свой экран. да, ой, классный прицел вообще. Мне очень нравится. Возьму себе такой магазин. Надо когда взять, пойду. Классный дом будет прицел. хорошо смотреться. Супер, да. Ну, Слушайте, ну здорово. Выглядит как а у вас настоящий. есть оружие от Луи Виттон? Такой провокационный вопрос. На Ну, Раков форуме другой не выкладывают фотографии в Америке, там делают и розовые автоматы, Супер. гламурные люди, да. Но у нас, к счастью, таких нет людей. У меня такой вот вопрос. На ваш взгляд, такого рода игры, они все-таки делают людей агрессивными, либо наоборот помогают вот выпустить пар? Наоборот, Нет, разрядка. наоборот, для людей. разрядка, да. Причем уверенные оба, да, четкое понимание. Ребят, а какие перспективы-то сегодня стоят перед страйкболистами? Будут чемпионаты, будет у нас тут, я не знаю, учения какие-нибудь массовые, интересные, или там вообще устроим, может, мировой полигон по страйкболу, чтобы собирались там толпа россиян, толпа американцев, отношения выяснили в страйкболе, все, официально победу зафиксировали. Так, вот ножиком, И- ты да, проиграл. и следующий год все довольны, нормально, вот победили в этот раз там НАТО, в следующий раз Бывает, китайцы. Соревнования устраиваются, допустим, в это воскресенье в преддверии праздника будет во Дворце спорта турнир по аирсофт дриблингу. Будут соревнования по меткости стрельбы, по скорости стрельбы. Поэтому, я говорю, зачастую бывают пистолетные турниры, суточные игры. Но в большей части во время игры нельзя
подогнать это под соревнования, потому что все-таки люди могут не сознаваться, дабы выиграть. Потому что все приходят ради удовольствия. Не ради победы, а ради удовольствия. То есть, если они попадают, они могут и не сказать. Есть такие Бывают люди, да. люди, да, А какой процент людей, которые все-таки были военнослужащими, может быть, где-то участвовали и приходят на полигон для того, чтобы почувствовать себя, может быть, в своей тарелке? Есть такие люди, которые прям ходят как за наркотиком, да, за этой игрой? Бывают, приходят, да. Но я скажу вам, что люди из разных сфер приходят. Она и юристы, и экономисты, и кого только нет. То есть жизнь, он может быть спокойным учителем музыки, а потом раз по всем очереди. Ну, поверь, учителю музыки такое надо и в кабинете держать, потому что, представляешь, мимо нот вот так вот, дынь-дынь-дынь, 8 часов, это же сложно. А вот мне интересно, у вас производятся какие-то рейтинги, то есть как у команд, есть какой-нибудь список, где вот команда такая-то сейчас занимает такую-то позицию, или вы не соревнуетесь? Это такой годичный, длинный рейтинг. Бывает, что когда проводятся большие игры, допустим, и не команда на команду, да, а сторона на сторону, и кто победит больше, заработает, ставятся задачи, кто выполнит больше задач, кто по сценарию все пройдет, все сделает, да, возможно, еще и выигрывает. Но на данный момент не ведется такая большая статистика. Слушайте, а какая самая масштабная игра у вас была? То есть какое количество оружия на сегодня, допустим, можно экипировать и собрать воедино? То есть мы можем увидеть настоящую Мочилово там 1000 на 1000? Бывает открытие сезона, закрытие, больше 100 человек собирается, да. Бывает, игры проходят в старых пионерских лагерях, где здания есть, ставятся палатки, генераторы, там, минируются поля, устанавливаются окопы. Это чем? Это как? Это тоже резиновыми пульками? Газовые гранаты, которые, допустим, можно зарядить пульками, заправить газом, и они просто будут раскидывать. То есть просто шум? И вылетать пульки будут. Но они не сильно вылетают, но достаточно на небольшое расстояние. Ну, главный факт того, что вот прозвучал какой-то шум, и все можно сказать, что вот ты теперь не играешь, да? Возможно. Окей. А вот получается, можно же сказать, что в принципе это хороший способ для всех домашних мальчиков или тех, кто привык рассуждать о чем-то на кухне только, попробовать себя и не просто разглагольствовать, а вот выживешь в инициированной такой войнушке, мужик, не выживешь, ну все, не выпендривайся. Сиди на кухне и разговаривай об этом. Ешь борщ. Зачастую на полигон, на арену приходят люди, которые, вот, мы контрстрайщики, сейчас там мы террористы, мы контры, там, нам калаши, нам эмки, буквально там 5-10 минут у них отваливаются руки, что ой, какой тяжелый, дайте что-нибудь полегче. Интересно. Ну правильно, тут 4 пальцами, а тут, извините меня, всем телом надо работать. Окей, ребят, ну мы хотим вас поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества. Уверен, что у вас, хоть это и хобби, но тем не менее навык это дает вполне себе реальный. И в случае, очень надеюсь, что его не настанет, что это так и останется на веселых игровых полигонах в качестве просто приятного времяпрепровождения. Но тем не менее, хочется пожелать вам больших успехов и думаем, что, наверное, встретимся с вами в ближайшее время на каком-то из полигонов. Ну, а я бы хотела пожелать вам как можно меньше травм и больше интересных, захватывающих сюжетов, чтобы вы всегда вот увлекались этим все-таки отчасти спортивным видом.